устроим небольшие погадашки в нашей беседке. Тут как раз озеро красивое, прудик, да? Тут получается вот деревце растет, ива такая, все шикарно. И наше хоум-видео, так скажем, о нашей жизни. И мы взяли таро языческих кошек, с которыми я всегда просто хожу по улице. И эта колода меня не покидает. И я хочу погадать на тему, что на пороге, но особенным способом. Смотрите, в таро в Ленорман есть такое упражнение. Когда вы берете одну карту и по ее сюжету рассказывайте историю. Та, которая придет в голову просто как ваша фантазия. Мы будем гадать, что на пороге, но в двух вариантах. У нас будет 4 позиции, но рассказывать сначала буду я, что вижу на этой карте, а потом Владимир Николаевич. Но на каждой позиции будет только одна карта. Вот такой опыт у нас. Я думаю, что это будет интересно. Этот эксперимент будет интересен. Что вот у вас на пороге? Вот давайте я сейчас выкладываю 4 позиции. Надеюсь, что будет видно карты. Конечно, может быть, не очень видно, но я думаю, что видно. Мы сейчас чуть-чуть камеру поднимем, чтобы их показать. Вот эти 4 карты. 1, 2, 3, 4. На таком вот деревянном столе. Вот так тогда покажу, чтобы можно было выбрать одну из них. Вот. Надеюсь, что все выбрали. И мы с вами сейчас возьмем эти позиции, будем по одной рассказывать. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад. А потом, вы знаете, вы даже можете тоже взять и рассказать свою историю по карте, которую увидели. Это очень интересно. Итак, первая карта. Что у вас на пороге? Первая позиция. Я надеюсь, что ее видно. Вот так можно поставить, да? Я надеюсь, вы ее видите, эту карту. Это 9 жезлов. Я первая рассказываю, а потом Владимир Николаевич. Ну, смотрите. Я здесь вижу 9 жезлов. Они стоят как забор. Один жезл, значит, немножко покосился. И здесь котик с перемотанной головой. Он стоит на своем. Он защищает свой забор от неприятеля. И это значит, что у вас на пороге вы будете защищаться. Вы будете настаивать на своем в вашей жизни. Конечно же, карта всегда предполагает, что до этого вы стремились к чему-то. До этого у вас были эти жезлы, которые говорили о том, что вы были активны в жизни, что вы пробивались, что вы делали очень много разных дел интересных, классных, что у вас были проекты, что вы старались, да? Но потом чуть-чуть устали. Чуть-чуть устали от своей борьбы, от этой конкуренции, от этой гонки. И сейчас время бы отдохнуть, но вы не можете отпустить ситуацию. И на пороге у вас именно вот эта борьба, да, что я не могу пока отпустить свои перспективы, свою ситуацию, а просто буду стоять на своем. И всем вам дам отпор в любом случае, несмотря ни на что. Что расскажет Владимир Николаевич? Ну, я вообще делю позиции на четные и нечетные. Например, вот по количеству жезлов. Здесь нечетное количество. Это говорит о том, что потеряна определенная зона комфорта. Четные обычно говорят о том, что есть определенная зона комфорта, человек контролирует ситуацию, контролирует все, что связано, процессы, которые идут в связи с этой ситуацией. А здесь определенная утеря контроля. Что это значит? Это значит, появляются определенные возможности в жизни человека, которые он осознает, он видит, но у него, возможно, не хватает знаний, не хватает навыков определенных, не хватает энергии для того, чтобы воспользоваться этими возможностями. Например, кому-то выпадает возможность создать новый бизнес, вот вроде бы все говорит о том, что вот бери и пользуйся, а у него то сил нет, то энергии, то навыков для того, чтобы быстро ухватиться за эту возможность и реализовать ее, превратить эту возможность в бизнес. Ну, либо воспользоваться этой возможностью, например, если касаемо не определенных дел, а, например, отношений, улучшить отношения, либо развить отношения дальше. То есть это позиция возможностей. И что бы я бы посоветовал по этой позиции? Во-первых, найти эти возможности, потому что они есть, 100% они есть. Они просто вне зоны вашего контроля. И
где-то повысить свою осведомленность или улучшить свои навыки в связи с этой позицией. Все-таки девятка жезлов – это продвижение вперед. В любом случае, другое дело, как вы будете двигаться. Это хорошие возможности, но нужно постараться, нужно включиться в процесс. Ну, в принципе, все, что могу сказать по этой карте. А мы берем карту номер 2. Ага, выпала тройка мечей. Что на пороге? Ну, смотрите, здесь самое неприятное для кошки – это дождь. Она не любит воду, правильно? Конечно, вряд ли ее кинули, допустим, бы в какой-то бассейн или пруд. Но самое главное здесь, что все-таки стихия для нее неприятная. Вот смотрите, все-таки она не плывет, да, в озере, это уже хорошо. Она не купается в ванной, это уже хорошо. Но все-таки дождь ей неприятен, поэтому в первую очередь я могу сказать так, что вам будет что-то не очень приятное и хорошо. Вот как бы это не говорит карта, допустим, о том, что вы на кого-то обязательно обидитесь, да, хотя тоже может означать. Но мое мнение, что сгустились тучи и пошел дождь, и это неприятно. Вот как будто бы будет некомфортно. Вы выходите из зоны комфорта в ближайшем будущем, и получается так, что вам нужно будет приспосабливаться к каким-то обстоятельствам дождя, когда то, что происходит вокруг вас, вам не очень нравится и вам не очень-то интересно. Может быть такое, что люди ставят вас в какие-то обстоятельства, да, когда идет этот дождь, когда вам неприятно, когда тучки сгустились. Может быть такое, что вы попадете под дождь реальной жизни, то есть просто вы ходите на улицу, попали под дождь, промокли. Мы же смотрим, что на пороге самые ближайшие события. Иногда это влияет на вас, да, может быть, вам стоит поберечься от дождя. Вот. Но также, конечно, это просто ситуация, когда вам нужна определенная зона повышенной приспособляемости, то есть доля повышенной приспособляемости. Меня немножко отвлекают люди, которые фотографируются на передней лавочке. Вот. И получается так, что, конечно, здесь нужно будет стоять на своем и, как будто бы, вот, не знаю, та погода, которая есть в вашей жизни, не устраивает вас, вам нужно будет пробиваться вперед и все равно жить и выживать в этой ситуации, в этих условиях. Что ты скажешь? Но в любом случае карта говорит об изменениях. И пусть изменения вызваны какими-то внешними обстоятельствами, но это шанс, это возможность. Любые изменения – это возможность, будь то болезненные, либо радостные изменения в жизни человека. Это возможность для того, чтобы взять контроль над ситуацией, над своей жизнью в свои руки и улучшиться, что-то поменять. Вот в интернете очень много разных историй, когда плохие болезненные ситуации в жизни человека мотивировали его на то, чтобы улучшить свою жизнь. Например, кто-то занимался своим здоровьем, потому что у него болезненный диагноз, скажем, неприятный диагноз, например, или человека увольняли, он создавал свой бизнес и становился супер богатым, супер знаменитым. У кого-то другие переживания были в жизни. И все-таки тройка мечей – это изменение, это выход из зоны комфорта, болезненные, но это также очень хорошая возможность для того, чтобы улучшить себя. Пусть этой кошке некомфортно, но эта кошка может, скажем так, найти хорошее место, укрытие, например. Она может принять ситуацию, научиться принимать ситуацию, когда вот идет дождь, нужно первое, что делать, принять, что да, идет дождь, и дальше смотреть, как изменить ситуацию. Эта карта может вернуть человека на землю, то есть из мечты, из каких-то иллюзий вернуть его к реальной ситуации и научить его принимать ситуацию, для того, чтобы измениться в дальнейшем к лучшему. Просто я еще, знаете, как думаю, если идет дождь, это не смертельно, согласитесь?
То есть саму кошку не протыкали мечи, а только ее воображаемое сердечко в воздухе. Согласитесь? То есть может быть такое разочарование какое-то в людях, да, и приземленное к нему отношение, но не смертельно. Реально не смертельно. Смотрим третью. Так, что за сюжет я здесь вижу? Вот хочу даже его показать поподробнее вот так. Это карта сила. Мы здесь видим, как большая кошечка, такая беленькая, прижала лапкой нашу как чау-чау, да? Прижала лапкой чау-чау, собачку. Или, может быть, это померанский шпиц. То есть по хвостику больше на померанца похоже, а по морде больше на чау-чау, да? Особенно, что язык темненький. И что мы видим? Кошка сильнее. Кошка может прижать собаку. Как же так? Ведь раньше было всегда такое поверье, что собака больше, собака сильнее, собака кошачий враг, собака гоняет кошку, а здесь все наоборот. И получается так, что, возможно, у вас в жизни наступает период силы, на пороге, да, сила, когда вы можете кого-то, кто, казалось бы, сильнее вас, прижать лапкой и становитесь сильнее этого человека, приспосабливаетесь к его каким-то чертам характера, притираетесь с этим человеком и находите точки соприкосновения. Как сделать так, чтобы одержать верх над тем, кто раньше подавлял вас. Более того, конечно же, карта показывает кошке такую невозмутимость, да? Я так понимаю, что она наконец-то, она торжествует, она наконец-то прижала лапой собаку. И у вас будет такое сознание: я наконец-то это сделала. Или сделал, я наконец-то смог преодолеть какую-то такую жизнетрудность, которая раньше мне очень мешала жить. И получается, что вы обретаете эту силу, мощь, авторитет, может быть, в каком-то обществе, коллективе, среди других людей. И, может быть, даже это такое лучшее самочувствие по здоровью, когда человек чувствует свою силу, мощь такую, да, в жизни, что раньше он с какими-то преградами, обстоятельствами не мог справляться, потому что ему не хватало энергии, а теперь эта мощь такая взыграла, да, и он вообще может все, ему море по колено, горы по плечу. Что ты скажешь? Ну, по этой карте я бы сказал, что это обретение контроля над своими эмоциями, над своими страхами и преодоление этих страхов. Потому что, по сути, ну что пугает кошек? Собачки. Ну, например, наш мопс иногда пугает кошек. Но это же иллюзия. Это собачка-то поменьше кошки. Кошка вполне может, скажем так, дать отпор проблеме, ситуации, недоброжелателям и взять ситуацию под контроль. Это, я бы сказал, что это обретение контроля, преодоление своих слабостей, страхов. Это в том числе и проблем физического тела. Например, человек может начать закалку делать, гимнастику, взять под контроль свою жизнь. Ну вот, достаточно емко, но коротко. Так, смотрим. Следующая, значит, карта наша. Что на пороге? Это у нас карта влюбленные. Давайте ее поближе вот так покажу, чтобы было по цветам видно. Влюбленные. Ну что я тут хочу рассказать? Эта карта показывает всегда для меня, вот что в этой колоде, что не в этой, да, тут инь и ян. Это взаимодействие мужской и женской энергии. Когда мужчина и женщина строят отношения. Что на пороге? Отношения. И самое главное для вас это будет все-таки отношения или соотношение мужской и женской энергии в вас. Я здесь вижу солнце, которое рассеяло тучи. Это значит, какие-то проблемы уходят. Я здесь вижу большую кошечку и двух маленьких. Это значит, что высшие силы вам будут благоволить, и ангел-хранитель будет вас оберегать. А также ваши отношения. Отношения можно выстраивать любовные, но можно иногда выстраивать дружеские, родственные. Однако с кем-то они улучшаются у вас. А еще это парность, когда человек может общаться с другим человеком очень часто, чаще, чем со всеми другими, или меньше проводить времени в одиночестве. И у него наступает гармония с другими людьми в личной жизни или просто в дружбе, в родственных связях. Мне нравится эта карта тем, что человека идет всегда путь сердца.
и его баланс энергии женской и мужской внутри. То есть он может как достигать своих целей, так и учитывать интересы других и балансировать. Так, ставлю вот так. Это что еще расскажет наш Владимир Николаевич? Ну, первое, что я вот интуитивно ощущаю, это нахождение определенного баланса. Вообще жизнь или процессы жизненные, или достижение какой-то цели можно сравнить с канатоходцем. Вот у него есть цель пройти по канату, и у него есть задача при этом сохранить равновесие, чтобы не упасть, не свалиться. То есть мужская энергия – это движение вперед, продвижение, вижу цель и преследую эту цель, в направлении этой цели продвигаюсь. И женская энергия – нахождение баланса. Скорее всего, что это у вас будут определенные цели, перед вами будут стоять определенные задачи, но при этом вы будете балансировать, находить определенный баланс для того, чтобы грамотно вписать эти задачи, цели в свою жизнь, повседневную жизнь. Ну, например, умение и работать, зарабатывать деньги, при этом умение находить время, силы, энергию, в том числе ментальную энергию, для того, чтобы уделить время своей семье, воспитанию детей и прочее. Ну, карта достаточно гармоничная и хороша для тех людей, которые либо обрели баланс в своей жизни на данный момент, либо которые понимают, что жизнь это не просто цели и стремление к целям, а это и нахождение баланса для того, чтобы не только работу увидеть в своей жизни, а и все окружающее. Ну, например, природу. Вот как мы сегодня сидим на природе, общаемся с вами, это тоже умение выделять время, энергию на то, чтобы позаботиться о своем теле и психическом состоянии. Вот так я вижу эту позицию. Да, вот такие у нас были сегодня с вами погадашки на домашнем канале. И я надеюсь, что вы напишите свои истории по каждой из карт или по одной из них. Всем спасибо и пока-пока.